пожалуйста, у нас электроплита. Газа у нас нет нигде. В электрораспорядок, ничего страшного. Вот газа нигде нет. Газа в доме нет, говорят жильцы этой трехэтажки в микрорайоне ВРЗ. А Барнаульская горэлектросеть считает, что он есть. Возмущению жильцов нет предела. В подтверждение слов они готовы водить экскурсии на своей кухне, показывают квитанции с повышенным тарифом. В нашем доме, в общем, установлены электроплиты, но по документам горэлектросети у нас оплата считается как за установку газовых плит. А это значит, каждый киловатт жильцам обходится почти на рубль дороже, так как тариф без газа сегодня 2 рубля 90 копеек, с газом 3,70. Ольга подсчитала, ежемесячно она переплачивает порядка 200 рублей. Пенсионерке Евгении Бушуевой, которая жжет чуть меньше света, повышенные расценки также бьют по карману. А если, допустим, я там пеку, да все в духовке, я где-то 100 киловатт намотаю, то значит на 100 в месяц переплачиваю. Ситуация длится годами. Сколько переплатили за это время, никто из жителей не считал. Помнят только, что началось все, когда завод ВРЗ передал дом городу несколько десятков лет назад. У нас стоял одно время баллонный газ. Потом в ВРЗ его убрали, поставили электроплиты. Вот. А когда нас перевели, все стали против. Почему мы должны за газ платить? Горэлектросеть, директор, или кто ли он там, он стал требовать документы с завода, что у нас электроплиты. Завод сказал, сколько вот ходило у нас, вот, мы потеряли их. Вот так. Однако собственники 5 квартир через суд все-таки добились для себя пониженного тарифа. Теперь они платят за киловатт 2,90, все остальные 3,70. В Барнаульской горэлектросети такую двоякость нам объяснили тем, что жильцы выигравших суд квартир правильно установили электроплиты, а большая часть электроплит в доме даже заземления не имеют. Их использовать в этом доме опасно, потому что изначально вот все, весь дом не спроектирован, все электроснабжение дома не спроектировано под то, что там устанавливали электроплиты. Кроме того, хочу сказать, у нас была судебно-строительная техническая экспертиза, там сказано, что в результате выявленных нарушений может возникнуть угроза жизни и здоровью граждан. Возгорание, замыкание, оплавление электрооборудования, имущества в квартире. Но жильцы тем временем к словам ресурсовиков, похоже, относятся скептически. Ничего опасного в доме до сих пор вроде бы не происходило. Но доводить дело до суда, а именно так можно решить проблему, многие не готовы. Одних останавливают расходы на адвоката, у других из-за работы нет времени ходить в суд. Алексей Янкин, Андрей Печоркин, информационный канал «Город».